так как в эпосе Манас описывается взятие Бейджина, Китая, думаю, неспроста в 90-е годы Китай претендовал на ЮНЕСКО, заявив о том, что этот эпос принадлежит в соусе малых народов Китая, и подал заявку в ЮНЕСКО, что это их культурное наследие. Слава богу, наши очнулись, собрали депутатскую комиссию, да, по-моему, Самаков, депутат, да, это помог. личная инициатива Самакова, Карганбека Самакова была. Да, в этой войне мы тоже участвовали. Если бы Манас был бы жив, то он бы обиделся. Это моя статья вышла в «Слово Кыргызстан» на первую же страницу. И почему нам несколько раз говорили, китайцы просто так взяли и в ЮНЕСКО не вели. Нам письмо пришло из китайского государства. Вы будете претендовать, поднять этот вопрос и выдвигать трилогию Манас в ЮНЕСКО? Но они долго промолчали. Потом, когда они уже представили